Руслан Кенишевич, у вас есть вопросы к представителю Джавар Кениша? Включите микрофон. С места. Просто микрофон поближе к себе. Уважаемый представитель Джавар Кениша, вот в своем выступлении вы сослались на нормы Конституции и других нормативно-правовых актов, где говорили, что должно быть равноправие и все перед законом равны. Считаете ли вы, что норма статьи 442 дает равные права как потерпевшему, так и осужденному? Мы считаем, да. Он ответил на ваш вопрос. Ну и второй вопрос. Значит, норма, дающая осужденному неограниченное, можно сказать, право в любое время подавать кассационные жалобы, не будет ли это и нагрузкой на, Верховный суд через 5-10 или какое-то время рассматривать, опять возвращаться к данному уголовному делу, в то время как, если бы был определенный срок, то уже бы, все вопросы по, уголовному делу могли быть решены уже конкретно, в конкретные сроки. Мы так не считаем, что 1 год для потерпевшего, наверное, достаточно. Для потерпевших один год, да, это вы говорите, но я говорю о том, что возврат опять к к рассмотрению Верховным судом уголовного дела через 5-10 лет обратно, не будет ли это лишней нагрузкой для Верховного суда, в то время как за короткое время можно было уже поставить точку рассмотрению уголовного дела, а не растягивать на неопределенное время? Я думаю, что мы так не считаем. Все, больше нет вопросов. Жан, коллеги, есть вопросы? Тогда у меня, Самат Хаштабекович, вот вы хорошо раскрыли конституционные принципы, требования, которые предъявляются при отправлении правосудия, соблюдение этих принципов, да? В данном случае как раз обращаясь сторона ставит вопрос о том, не нарушается ли принцип равенства при отправлении правосудия и при соблюдении принципов состязательности, что потерпевшей стороне дается всего лишь год на пересмотр приговора, если он предполагает отягчение, да, положения обвиняемого. В то же время обвиняемый в этом не ограничен. И для того, чтобы я хочу услышать от вас аргументы, которые бы говорили о неком балансе интересов в данном случае этих участников судебных. Вопрос понятен, да? Мы общий принцип равенства, да? Принцип равных возможностей. Давайте по практике, может, принцип равных возможностей, да? Противоборствующих сторон в уголовном процессе есть потерпевшая сторона, на стороне которого, как правило, находится и государство в лице прокурора, и другая сторона осужденные за совершенное преступление. И вот в данном случае, где вы видите этот баланс, или какие аргументы для того, что выравнивается скажем, правовые механизмы, которые определяют, скажем, в конечном итоге возможности той и этой стороны, потерпевшего и обвиняемого. То есть говорится, почему, например, какие-то выявленные обстоятельства потерпевший не сможет воспользоваться по истечении 1 года. В то же время для осужденного это может длиться десятилетиями. Вот как раз об этом говорит, обращаюсь сторона. Об этом говорит. Что здесь какой-то
усматривается дисбаланс между возможностями, процессуальными возможностями этих двух участников, противоборствующих сторон. Я думаю, что я общее право сказали, может, практика скажет. Я не знаю, что. Хорошо, присаживайтесь.